Продэкспо – это крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Проходит она уже в 31-й раз. Здесь представлено продовольствие со всего мира, от базовых продуктов и напитков до изысканных деликатесов. Выставка проходит во всех павильонах экспоцентра. Для масштабного мероприятия специально возвели и дополнительные временные секции – центральный и центр-форум. Общая площадь экспозиции составляет около 100 тысяч квадратных метров. По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, выставка Продэкспо бьет рекорды по количеству участников. В этом году на ней представлено более 2000 компаний из 40 стран мира, в том числе из Азии, Европы, Южной Америки и Африки. Производители специально для Экспо подготовили множество новинок. Среди них инновационные и экзотические продукты, а также халяль, функциональное питание, продукты для здорового образа жизни. Так, казахстанская компания «Аспак», которая занимается производством варенья, впервые привезла на Продэкспо фитнес-джем, который придется по нраву тем, кто очень любит сладкое, но при этом хочет сохранить фигуру. Этот джем, он без сахара. Он на мальтозе. То есть мальтоза – это такой продукт, который мини-сладость дает. Еще здесь добавлен инулин и коллаген. Коллаген – это у нас для соединительной ткани, то есть он полезен, помимо того, что для волос, для ногтей, он еще полезен для сухожилий и для соединительной ткани. Еще здесь инулин. Он природный пребиотик, и он полезен для кишечника, он выводит плохой холестерин и нормализует, улучшает работу кишечника. То есть это не просто вкусно, это еще полезно. Широкую линейку напитков привезли компании из Туркменистана. Отношения России с этой страной сейчас на подъеме. Так, в прошлом году товарооборот между двумя государствами вырос на 11,6%. И по мнению экспертов, в 2024 году он будет только расти. На выставке гости показали сертифицированную продукцию по стандартам халяль дубайского образца. Хит продаж – энергетический напиток, который в 2020 году получил в Москве золотую медаль в конкурсе «Инновационный продукт». Мы участвуем практически на всех мировых выставках. В крупнейших городах мира мы участвуем. И участие на выставках нам помогает увеличить рынок сбыта. Мы сейчас в Россию экспортируем, у нас очень хорошо экспортируем на Кавказ и в Москву. Москву мы только начали недавно, буквально несколько месяцев назад. И сейчас мы активно ищем партнеров с других регионов России. Поэтому мы здесь, и мы уверены, что у нас все будет. Еще одна компания из Туркменистана пока делает только первые шаги на российском рынке. В ассортименте компании 50 различных видов напитков. Основой для их производства является вкусная природная питьевая вода из родника Янбаш. А здесь представлена продукция компании из Южной Кореи. Лапша быстрого приготовления, морская капуста ким и вкусные напитки уже востребованы среди россиян. Продукция становится с каждым годом все более популярной в России, потому что культура Южной Кореи продвигается. Это и дорамы, и кей-поп, и молодежь все больше и больше любит корейскую культуру и, следовательно, корейские продукты питания. Участники и гости Экспо отмечают, что в этом году на выставке стало значительно больше компаний из Китая, которые стремятся расширить рынки сбыта. Так, только в прошлом году товарооборот России и КНР достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Китайские компании проявляют интерес к российскому рынку как с точки зрения закупок продовольствия, так и с точки зрения поставок в Россию. У нашей компании «Тайфо» есть 3 фабрики, и мы работаем на российском рынке уже более 15 лет. Наша основная продукция – это имбирь для суши и всевозможные ингредиенты для приготовления суши. Сегодня на мероприятии много наших постоянных клиентов. Мы рассказываем им о наших новинках. У нас появилось большое разнообразие консервированной и сушеной продукции. Для многих компаний участие в выставке стало уникальной возможностью выйти на экспортные рынки и найти новых партнеров. Руководство грузинской компании, которая занимается производством аутентичных соусов, 3 года назад приняло стратегическое решение закрепиться на российском рынке. И участие в Продэкспо стало трамплином к достижению цели. Выставка дает очень мощный толчок, потому что можно прямо вживую
познакомиться со своими партнерами, поговорить, глаза в глаза, как говорится, решить наболевшие вопросы, ну и также вживую презентовать нашу продукцию, потому что это основное. То есть после того, как люди непосредственно пробуют, они уже от нее не отказываются, потому что действительно все очень вкусно и по-домашнему. Очень широко на Экспо представлены российские производители. Более 1600 компаний из 48 регионов России. Отечественные витрины и стенды пестрят различными товарами. От колбасных изделий и икры до продукции из дикоросов и кондитерских изделий. Тулики, к примеру, привезли на Экспо не только пряники, но и напитки на основе чайного гриба. Абсолютно натуральный, без красителей, без консервантов, газация за счет естественного брожения напитка, минимальное содержание сахара, опять-таки для того, чтобы запустить процесс естественной ферментации напитка. Производим мы его в Тульской области, собственное производство, наши уникальные технологии, мы разрабатывали их специально для нашего производства. В рамках Продэкспо была представлена и обширная деловая программа. Темами для дискуссий стали качество и безопасность продуктов питания и напитков, вопросы развития продаж и взаимодействия закупщиков торговых сетей с производителями и поставщиками.